Сегодня мы поговорим о том, с чего напрямую зависит будущее Гагаузии, о выборах в Народное собрание. Почему доверие к избирательному процессу остается под вопросом? Какие нарушения чаще всего встречаются в ходе кампании? И самое главное, как осознанный выбор граждан влияет на качество власти? Об этом в интервью с Александром Тарнавским. Здравствуйте и спасибо, что нашли время для этого интервью. Дата выборов обозначена, мандаты депутатов давно уже истекли, и, конечно же, Гагаузия должна готовиться к выборам. Скажите, какие основные правила должен знать каждый избиратель, когда он идет на выборы? Спасибо за возможность пообщаться. Наверное, начнем с каких-то общих прав человека, да, которые закреплены у нас в Конституции. У нас светское государство, демократическое государство. Любая власть в нашей стране, она должна сменяться демократическим путем, то есть путем голосования. И человек должен знать основные свои права. Первое – это то, что его голос уникальный. И неважно, кто человек, миллионер или самый простой труженик села, и того голос является единственным и уникальным. И одинаковым. Второе – это то, что человек голосует тайно. То есть никто не может манипулировать его мнением или оказывать какое-то административное давление на то, как человек будет голосовать. И, наверное, третье, одно из самых важных, это то, что человек имеет не просто права, но и ответственность. Если мы живем в демократическом обществе и проводятся выборы, то, хотя это не написано в каких-то регламентах или в законах, но человек должен голосовать, потому что, по сути, у нас власть принадлежит только народу. Если человек не определяет того, кому он свою власть делегирует, то тогда невозможно ничего требовать ни от государства, ни от Гагаузии, ни от Приморья, от тех властей, которых человек не выбирает. А где написано, что власть принадлежит народу? Это конституционная норма, что единственным носителем власти в Республике Молдова является ее народ. Вот вы много раз участвовали лично в выборных кампаниях. Люди знают о том, что власть принадлежит им, а не тем, кого они избирают? Мы молодое государство, молодое общество. Конституционное право, конечно, не настолько доступно для каждого человека, но, наверное, с помощью средств массовой информации мы должны популяризировать права человека, больше рассказывать о том, на что они могут претендовать, за что они отвечают, за что несут ответственность. Поэтому я надеюсь, что в том числе с помощью нашего с вами общения люди намного больше просвещеннее станут в этом вопросе, что в принципе они руководят. Они ими руководят. А мы поговорили о том, какие права есть у избирателей. А можно ли узнать, какие проблемы в выборных кампаниях Гагаузии чаще всего встречаются? Наверное, эти проблемы прослеживались на всей истории существования Гагаузии, но в последнее время они проявились намного ярче. Первое, мы с вами говорили о том, что не должно быть административного влияния. К сожалению, Гагаузия очень подвержена этим процессам. Чрезмерное количество чиновников, чрезмерное количество работников исполнительного комитета часто воспринимается властью, которая из Гагаузии, как инструмент для того, чтобы на людей воздействовать, как они должны голосовать. И нам известны случаи, когда в автономии на главных региональных выборах использовался административный ресурс. В публичных учреждениях были специальные списки работников, людей обзванивали, людям говорили о том, что они должны выйти на голосование, за кого они должны голосовать, что они должны поддерживать. Поэтому это право человека быть свободным в своем волеизъявлении, оно все-таки в Гагаузии нарушалось, и в последнее время нарушалось еще ярче. В этом больше того, что люди не знают о том, что их голос свободный, никто не имеет права влиять на их голос и позволяют это делать власти, либо больше вины власти, которая, зная прекрасно об этом, предположим, что представители власти знают о том, что у них нет этого права, да, ни административного ресурса использовать, ни еще какое-либо давление. Если это происходит, что важно знать людям, которые скоро пойдут на выборы, как минимум на выборы в Народное собрание Гагаузии, для того, чтобы оградить себя от такого использованного, от человека, которого используют через админресурс? У нас крупнейший работодатель Гагаузии – это власть. Да. То есть 7 тысяч, как жаль, но это так. 7 тысяч рабочих мест у нас в бюджетной сфере. И поэтому власть воспринимает этот актив как свой собственный.
И люди, которые находятся на работе и зависят от своего работодателя, от власти, они, к сожалению, подвержены вот этой манипуляции. Люди боятся потерять свое рабочее место, боятся потерять какую-то мотивацию в труде, премии, дополнительные оплаты. И поэтому люди у нас привыкли к тому, что власть всегда права, власти нужно подчиняться, и вот эти демократические свободы, они нам все-таки еще чуть-чуть чужды. Ситуация меняется, но пока медленными темпами, и власть цинично использует это, то, что они являются работодателем для человека и считают, что это их собственность, и в том числе мнение человека, за кого он должен отдать свой голос. Ну, а если посмотреть, раскрыть вот суть этой проблемы и посмотреть, это происходит потому, что, ну, понятно, люди сами по себе не будут искать какую-то информацию для того, чтобы просвещаться и понимать, что использование админ-ресурса — это незаконное дело, и за это никто не наказывает власть. Следовательно, люди об этом не знают, потому что не изучают, какие есть основные требования к политикам, тогда, когда они выходят на предвыборные кампании. Как избавиться от этой проблемы? Какая главная рекомендация ваша могла бы быть избирателям? Главная рекомендация — это чувствовать себя свободными людьми, воспитывать эти чувства в своих людях, в своих детях, потому что человек никому не обязан этой властью, что он имеет рабочее место. Врач прошел очень длинный путь для того, чтобы стать врачом. Такой же путь проделал учитель, такой же путь проделал любой профессиональный человек, который занимается профессионально тем делом, для которого он учился. Поэтому нам вот это раболепство нужно в себе немножко выжигать. Мы никому ничего не обязаны, кроме того, чтобы отдать свободно свой голос за того человека или за ту партию, в котором мы видим будущее. Вот вы использовали, на мой взгляд, слово, которое я бы тоже поддержала, да, вот это раболепие. Откуда идут корни, уже даже не важно, просто что могло бы быть главным основанием избавиться от этого раболепия? Ну, раболепие, оно очень свойственно людям, особенно которые прошли через какой-то тоталитарный режим, через какую-то диктатуру. Мы все-таки те люди, которые сейчас баллотируются или избираются, в основном выходцы Советского Союза, и при всех плюсах, которые было у того великого государства, особенно в части социального равновесия, да, построения, тем не менее это общество было все-таки тоталитарным. И поэтому людям прививали, что будь как все, будь общей массой, не выбивайся, не будь свободолюбивым, не будь другим. Держи себя в рамках. Будь как все. И вот это у нас даже где-то через родителей передается детям, что не проявляй себя, не будь амбициозным, не будь активным, будь как все. Надеюсь, что это будет немножко меняться, но все-таки то большое прошлое, оно все-таки влияет на нас, и поэтому вот эта свобода внутренняя в человеке, она пока проявляется слабо. Но если этой свободы нет у людей старшего поколения, которые тоже избиратели, и, как мы видим, на выборных кампаниях больше всего участвуют, к сожалению, да, а больше люди старшего возраста, но не молодежь. Вот у молодежи вот этого раболепного, наверное, меньше, потому что они не подвержены, как вы говорите, какой-то другой идеологии. Они родились и живут в свободной демократической стране. Есть ли эта проблема у молодых людей, как вы думаете? Она все-таки есть, потому что молодежь не активна на выборах, и мы видим по статистике, что к избирательным урнам как раз приходит более старшее поколение. Молодежь Они ответственнее. Да, молодежь в этом плане не активна. Воспитание в семье все-таки оно никуда не ушло, вот то свободолюбие, оно все-таки погашается, и молодежь живет немножко другими интересами, другими приоритетами. Они считают, что власть сама по себе, а мы должны построить свою жизнь самостоятельно. То есть у молодежи мало доверия власти, что власть как-то влияет на то, как будет складываться их жизнь в будущем. Вот то, что мы обсуждали до сих пор, приводит к мысли, что у нас пассивное гражданское общество, наше общество подвергается каким-то таким вещам, которые несут в себе люди, которые являются кандидатами, либо власть, которая хочет использовать админ-ресурс. Что можно было бы сделать для того, чтобы вот это ощущение свободы и жизни в демократическом обществе просто вселяло бы надежду людям, что мы действительно в демократическом обществе, у которого есть еще очень много проблем, но свободный выбор — это главное гражданское, преимущество, которое есть у нас, у каждого гражданина в этой стране. У нас завышенное ожидание от гражданского общества. Почему? Потому что гражданское общество делегировало во власть своих
представителей, Да, которые через априори выборы. должны быть лучшими, да, на самом деле. Ну, хотелось бы. И гражданское общество или общество в целом следит за тем, как себя ведут те, кому они делегировали власть. И когда у нас представители власти не свободны, когда они не активны, когда они не высказывают свое мнение, вот мы в Гагаузии сейчас проживаем один из самых сложных периодов своего существования, когда мы были фактически захвачены извне Иланом Шором, у нас не было ярких выступлений депутатского корпуса против того, что происходит в Гагаузии. У нас не было консолидированного мнения примарского корпуса. У нас не было общего мнения тех людей, которые олицетворяли с собой Гагаузию, власть в Гагаузии, что это ненормально, то, что происходит в автономии. Поэтому мы, когда ожидаем активности от гражданского общества, очень важно, что те люди, которым человек доверил быть активным, быть примером, быть свободолюбивым, чтобы эти люди первыми показывали пример, и тогда гражданское общество потянется за этим. Почему важно приходить на выборы, а не оставаться дома? Как вы отвечаете на этот вопрос? Потому что если мы ожидаем от власти, что наша жизнь изменится к лучшему, а самое главное, что у наших детей будет лучшее будущее, и мы не участвуем в выборных процессах, то это обман, самообман. Мы не можем изменить жизнь к лучшему, если будем просто сторонними наблюдателями и равнодушно наблюдать за той ситуацией, которая происходит. Я часто слышу, что люди недовольны той властью, которая есть в Гагаузии. Но на вопрос, а почему же вы не вовлекаетесь и не баллотируетесь, не являетесь более активными, они не верят, что можно изменить ситуацию, они не верят, что простой человек без финансовых возможностей, без какой-то лобби финансово может пройти, может олицетворять власть. Но без этого не изменится система. То есть есть очень много подготовленных, грамотных людей, которые высказывают очень интересные мысли, но они закрыты. Или они не получают доверия граждан для того, чтобы... Они даже не пытаются это доверие получить. Они считают, что все уже предрешено, все куплено, ничего изменить нельзя, но так не меняется общество. А подкуп избирателей, как минимум в 2023 году на выборах Башкана, стал своего рода, конечно, это постыдно, но историей успеха в Гагаузии, хотя подкуп избирателей наблюдался не только в 2023 году и не только в Гагаузии. Но мы говорим о том, что Гагаузия готовится к выборам в Народное собрание Гагаузии, и как вы думаете, есть ли какие-то опасения или наоборот ожидания, что Гагаузия не повторит такую историю успеха, и эти выборы могут пройти под лозунгом «без подкупа». И это осознание гражданского общества. Есть ли оно? Но мы вновь перекинем мостик в прошлое наше большой той великой страны. Если вы помните, тогда были колхозы, и в принципе воровство на самом деле, будем говорить как есть, оно было практически легализовано. Но если не воровать, не выжить. Да, было тогда было настолько невысокие заработные платы, что люди вынуждены были на каждом своем рабочем месте каким-то образом у этого государства отнимать то, что государство ему не додало, для того, чтобы содержать свои семьи. Поэтому вот это перешло и к нам от наших родителей. Напомню, тот период церкви закрывались, чтобы моральная часть человека лишить, духовная лишить, что и в принципе воровство, которое является смертным грехом, оно чуть ли не было легализовано. И вот поэтому сейчас вот эти мошенники, которые приходят к власти, в том числе в Гагаузии, используют это ДНК памяти людей и предлагают: да, мы украли у государства, но мы же стараемся вам дать, чтобы вы жили лучше. И, к сожалению, это в Гагаузии этот эксперимент удался, он чуть не удался и по всей стране. Говоря, да. Поэтому это вот второй вызов для избирательной системы: манипуляция людьми, коррупция, подкуп мнения человека, и все это закрывает какими-то мишурой какой-то, что это делается в ваше благо, что это делается для вас самих. А кто в итоге страдает от этих нечестных выборов, если имело место быть на выборах подкуп? Ну, давайте мы проведем анализ по нашей автономии. Вот что произошло за эти 2 года. Ну, самая яркая кампания по подкупу была все-таки в 2023 году. Башканская. И мы заметим, что в Гагаузии, как изменилась Гагаузия за эти 2 года. Бюджетный кризис,
снижение экономических показателей, отсутствие инвестиций, отсутствие дипломатических отношений, отсутствие нормальных отношений с нашим государством. Вот что произошло, и в конечном итоге бенефициаром, ну, в кавычках, этого всего стал народ. Стали жители Гагаузии, которые стали жить хуже, стали жить беднее, которые стали иметь меньше финансовых возможностей из бюджета, которые стали видеть меньше новых дорог, новых водопроводов. И мы живем в постоянном кризисе, в постоянном конфликте и беднеем изо дня в день. Но вот если мы говорим сейчас о честных выборах, о подкупе, вот как вы думаете, все-таки честные выборы начинаются больше с государства, либо с избирателей? Здесь нельзя только определить одну сторону, которая ответственна, потому что это взаимосвязано. Каждый должен на своем уровне. Простой человек в семье должен воспитывать детей, должен воспитывать семейную культуру, что воровство это неправильно, что подкуп это... Потому что когда нас подкупают, мы отдаем самое главное, мы отдаем свою надежду на возможность, что что-то изменится. И мы не можем требовать от того, кто нам дал деньги, и мы отдали голос за него, чтобы он как-то улучшил нашу жизнь. Он от нас откупился одним разом. Но люди думают очень просто. Один день я пошел проголосовал, но зато я заработал. То есть я заработал столько, сколько я за один день не заработал бы нигде в том селе, где он проживает, либо в городе. Вот теряется вот эта обратная связь, потому что мы, когда баллотируемся, мы приходим с программой на 4 года, на 4-летний мандат. И мы говорим человеку, что если ты выберешь нас, меня или другого человека, то он за 4 года изменит твою жизнь в лучшую, сделает А, Б, В. Да? Когда он твой голос купил, а не завоевал, не заслужил, с него снимается эта ответственность за вот эти 4 года мандата. Ты ничего от него требовать не имеешь права. Он от тебя откупился. Он откупился от тебя, чтобы иметь доступ к бюджету, чтобы иметь доступ к финансовым ресурсам, и чтобы те деньги, которые он вложил, купив твой голос, вернуть себе сторицей. Но как вы думаете, требовать от избранного лица – это вообще-то традиция, как мне кажется, у наших избирателей, потому что не требуют не только тогда, когда их голос купили, не требуют и тогда, когда они голосовали без всяких подкупов кандидатов. Просто не требовать – это что? Да, у нас, к сожалению, в обществе есть эта традиция быть нетребовательными, то есть не сохранять ту программу, с которой человек пришел. Возмущаться. И мы забываем, что человек, который пришел с какими-то обещаниями, должен ежегодно перед тобой отчитываться. Это требование закона. Что было обещано, что сделано, что не получилось, почему не получилось. И у нас наблюдается тенденция, когда первые лица Гагаузии не отчитываются. О чем вы говорите? Я говорю о главе Гагаузии, я говорю о председателе Народного собрания, я говорю о депутатах Народного собрания, я говорю о примарах, которые выходят каждый на своем уровне и обещают людям. И потом эту программу, может быть, выполняют, может, не выполняют, но люди уже этого не знают. То есть человек нужен был только одноразово, когда проходили выборы. Потом это обратная связь. Я не говорю сейчас, конечно, поголовно, но система это есть, когда подотчетность вот этой власти перед человеком, она исчезает. И, к сожалению, и люди не очень требовательны к тому, чтобы кого они избирают, были перед ними подотчетны и говорили о том, что получилось сделать. Но вот то, о чем мы сейчас говорим, складывается такое впечатление, что это и есть как раз те проблемы, которые являются проблемами выборных кампаний, и как главный результат то, что мы как общество не получаем компетентных руководителей на тех или иных видных или главных должностях в руководстве автономии. Но может ли один человек, думает, наверное, отдельно взятый избиратель, что-то изменить? То есть вот, давайте вообразим себе, что кто-то сидит и думает, я понял уже, что столько проблем в Гагаузии, я понимаю, что мы завели себя как-то в тупик в этой автономии, но что я могу изменить своим голосом? Что бы вы этому человеку сказали? Это стереотип, что твой голос ничего не решает, и твой голос потонет в том океане голосов, которые будут поданы. Каждый человек отвечает за себя. Каждый человек — это часть этого общества. И когда ты искренен перед собой, ответственен перед собой, ты потом можешь требовать уже от других исполнения тех ожиданий, которые у тебя есть. Поэтому каждый человек имеет не только те права, которые мы с вами перечислили, но и ответственность быть частью этого общества, приходить на выборы и голосовать. Если ты не голосуешь, то ты ничего и не изменяешь. Я чисто математически даже могу приводить примеры, когда на выборах примаров или других местных избранников
вопрос решался в нескольких десятках голосов. И, может быть, твой голос был бы решающий, чтобы другой человек выиграл, а не тот, который пришел к власти. Поэтому голос каждого уникален и важен. А вот разочарование, как это не феномен, это уже, наверное, какой-то такой, может быть, утвердившийся или вжившийся факт, что люди разочарованы, и на выборы все реже и меньше людей ходит. Это вообще проблема для предстоящих выборов в Народное собрание Гагаузии, как вы думаете? Да, этот феномен, с которым сталкиваюсь и я при своих выборах, потому что люди разочарованы в власти. У нас, особенно в Гагаузии, это активно проявляется, чрезмерные обещания. То есть обещания, которые никак не находятся в компетенции тех людей, которые это обещают. Прямые примеры — это у нас уже 2 раза обещали аэропорт построить, который понятно, что если анализировать, то невозможно это сделать в рамках Гагаузии, в рамках тех возможностей людей, которые избираются на эти должности. Нам обещали просто баснословные цифры привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест. И 10 заводов, фабрик. Этот перечень можно продолжить, и люди разочаровываются, потому что они перестают видеть разницу между тем человеком, который приходит искренне и говорит и обещает то, что может исполнить, и теми обещаниями, которые никогда не исполнятся. И вот это разочарование, оно приходит, и человек уже не идентифицирует, где его обманывали, где правда, и он просто разочаровывается в выборах. А как вы думаете, вот разочарованные люди, ведь это потерянный электорат? Или разочарованные люди в ходе выборной кампании могут быть еще очень активным потенциалом для все-таки принятия нужных решений, нужных для развития автономии решений? Безусловно. То есть как относиться к разочарованным? К разочарованным нужно относиться как к большому потенциалу, который можно активировать, и эти люди смогут решающие действия производить в том, чтобы пришли к власти те, которые действительно будут их ожидания воплощать в жизнь. Поэтому больше просветительской работы, больше искреннего. Вот в такие периоды кризисов, которые мы переживаем, очень важно быть искренним с человеком. Говорить даже то, что, может, человек не хочет услышать. Может быть, в этом основная проблема, что кандидаты на любые должности привыкли говорить избирателям то, что избиратель хочет слышать. В частности, самые активные аффирмации или самые частые аффирмации — это повысим пенсию, понизим тарифы на электроэнергию, на газ и еще что-то, или проведем трубы с газом специально для Гагаузии откуда-то там. Эти аффирмации, как вы к ним относитесь и почему люди верят этому? Потому что они устали от этих тарифов и от этой сложной экономической жизни. И есть ли какие-то рычаги у нас объяснить, как минимум на этих выборах, выборной кампании в Народное собрание Гагаузии, что ни пенсии, ни тарифы не регулируют депутаты Народного собрания Гагаузии? Очень важна просветительская работа с электоратом, чтобы люди понимали, кто за что отвечает. Потому что когда кандидаты в депутаты начинают говорить о водопроводах или ремонте дорог, или ремонте тротуаров, у человека стирается грань реальности между примаром, между депутатом. Человек не понимает, кто за что отвечает, кто должен делать. И это огромная проблема тех людей, которые баллотируются, потому что мы стараемся сказать человеку то, что ласкает его слух, то, что человек хочет услышать. Тебе тяжело живется, повысим зарплату или пенсию. Ты не можешь оплатить коммунальные услуги, мы повлияем на тарифы. У вас дорога десятки лет не ремонтировалась, мы это отремонтируем. И это обещают люди, которые абсолютно не имеют к этому отношения. И которые знают, что это невозможно. Абсолютно верно. Поэтому еще раз повторяю, что очень важно вот в эти периоды, конечно, это всегда важно, но особенно в такие кризисы, быть честным с человеком. Но и спасение нашего общества все-таки в просвещении, да? Мы должны четко знать, какие такие полномочия есть у депутата Народного собрания Гагаузии для того, чтобы понимать, какие обещания могут быть выполнимы, а какие нет. Что на самом деле, вот этот вопрос, что на самом деле теряет человек, когда он берет деньги за свой голос? Самое главное, он перестает иметь возможность требовать от того, кому он делегировал власть, исполнения тех обязательств, которые он брал на себя, потому что человек просто от него откупился. Он воспринял человека как товар, а не как гражданина. Ну, результат нужен, поэтому... А не как позицию человека. Поэтому вот эта кратковременная финансовая поддержка, она лишает человека требовать от этого лица исполнения тех обязательств, которые он взял на себя.
Очень часто мы в обществе, особенно в последние годы, говорим о том, что некомпетентное руководство, не способное реализовать там стратегические какие-то планы по развитию гагаузской автономии, еще чего-то. И вот слово «компетентный представитель власти», конечно, избрание компетентного лежит на плечах избирателя, потому что у избирателя есть это право избирать. И у меня возникает вопрос, а как понять избирателю, что этот человек, кандидат, компетентный, а тот нет? Вот есть какое-то такое у вас меткая рекомендация, которая могла бы очень коротко, но просто сформулированная, могла бы помочь нашим избирателям? Как определить компетентного? Ну, наверное, две рекомендации, потому что населенный пункт или Гагаузская автономия в целом, ну, это небольшая территория, Ну, да. мы по большому счету друг о друге все знаем. И округ избирает Абсолютно депутата, верно. это И житель поэтому, села. когда мы видим человека, мы все-таки знаем, кто этот человек. Мы знаем, на что он способен. И вот поэтому первая рекомендация – это немножко посмотреть на его прошлое. Чего он добился? Если он уже был избранником, что он сделал на самом деле? Если это депутат, какие были законодательные инициативы, как он вел свою депутатскую деятельность, насколько он был открыт перед избирателем, в том числе в части отчетов. Это первое. Второе, посмотреть, а кто рядом с этим человеком, какая команда, с кем он идет, кто его единомышленник или те люди, которые представляют его команду, с кем он будет реализовывать те обещания, которые он дает. Ну и третье, конечно, это все-таки градус обещаний. Если это, Качество. Да, если это обещания, которые никогда не были в Гагаузии, и вам им вдруг говорят люди, Аэродром. что это реализуется, то будьте очень внимательны, потому что, возможно, вам просто манипулируют и, возможно, используют просто технологии предвыборные для того, чтобы ваш голос завоевать. Ну вот мы говорим о честных выборах, насколько они важны. Говорим о честных выборах как о главном результате, который должна получить Гагаузия, это компетентные люди, избранные в состав Народного собрания Гагаузии. Еще очень интересен вопрос, вот люди, наверное, думают, ведь есть же люди, которые все-таки поддались вот этому соблазну подкупа избирателей, и, возможно, они оценили, что это нанесло существенный вред для гагаузской автономии. А нам очень хочется говорить о том, что выбор каждого должен быть осознанным. Скажите, пожалуйста, что могло бы дать гагаузской автономии, если бы на выборах в Народное собрание Гагаузии граждане осознанно подошли бы к этому выбору? Ну, мы когда с вами рассуждаем о подкупе людей, это же не обязательно подкуп финансовый. Когда людям дают обещания, которые никогда не выполнятся, это тоже подкуп людей, подкуп их ожиданий. Это то, что ярко произошло в Гагаузии. То есть мы не можем говорить поголовно, что людей выкупали на этих выборах с точки зрения финансовых средств, но их подкупили вот этими обещаниями, которые нереальны для исполнения. И самое главное, никто не несет ответственность за то, что они не исполняются. Правильно? И никто не несет ответственности, что вот эти выборы прошли как прошли, качество этой власти. Вот что было до 2023 года и что происходит сегодня. Мы же видим, что Гагаузия не просто не развивается, не просто не реализованы те обещания, мы откатились назад. Вот мы простой пример проводили по уникальной сети Илач-50, фармацевтической компании, которую Гагаузия сохранила, вот эту государственную сеть, которая во многих населенных пунктах единственные эти аптеки, которые производили уникальные препараты, они не работают. То есть нам не просто новые рабочие места не создали, но закрыли те, что и не объяснили. Были. Вот один из главных результатов таких предвыборных кампаний. Это качество власти. Оно низкое. Оно не работает на развитие общества. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, а что если было по-другому? А что если бы мы выбирали достойных, а не выбирали тех, у кого больше денег или больше цинизма в обмане людей? И мы часто с вами рассуждали, в том числе, что Гагаузия начинается с Башкана. И, по крайней мере, 3 последние предвыборные кампании, вот все, что негативно есть в выборах, мы это наблюдали. Подкуп, коррупция, обещания. И вот к чему Гагаузия пришла. Из политического, культурного, экономического проекта превратилась в бизнес-проект со всеми вытекающими. Сегодня мы на грани того, что потеряли международный имидж, как автономия, ну и все эти изоляционные моменты, которые имеют место. Если мы будем выбирать человека, не который обманывает, не который приходит с большими деньгами, а который действительно мы знаем, который вырос здесь и показал себя как порядочный человек, как патриот, то и качество жизни будет в Гагаузии совсем другое.
Мы сейчас замахнулись на Башкана, но на самом деле это начинается с советника, с примара, с депутата и по восходящей. Есть ли риск, что люди вообще перестанут верить в то, что возможны честные выборы? Вот исходя из тех реалий, в которых сегодня живет гагаузская автономия, что можете сказать? Этот риск, безусловно, есть. И чем меньше будет у нас возможности этому противостоять, я имею в виду в том числе каждый на своем месте, избранное лицо должен быть открыт перед человеком, отчитываться перед ним, говорить те вещи, которые на самом деле, а не то, что хочет услышать человек, то эти риски будут нивелироваться. Если мы будем вот этой общей массой, то эти риски намного увеличатся. Но для того, чтобы общество получило честные выборы и чтобы к власти пришли компетентные люди, при наличии такой проблемы, как электоральный подкуп, а он все-таки был в ткани наших разных выборов в разные годы, нужно, чтобы правоохранительные органы, чтобы законодательно работали те инструменты или механизмы, как правильно сказать, которые заложены в законы. Скажите, пожалуйста, если избирательные органы и правоохранительные структуры будут работать верно, а люди за время избирательной кампании получат соответствующую информацию от СМИ, от разных других неправительственных организаций, которые тоже этим занимаются, есть ли шанс на то, что люди поймут, в чем заключаются их основные избирательные права, правоохранительные органы не допустят, и Гагаузия получит качественный законодательный орган? Безусловно, правоохранительная система – это национальный уровень ответственности. Да. И выборы в парламент Республики Молдова показали, что можно совсем по-другому организовывать выборы. Когда Вы говорите о последних выборах выборах в парламент, которые прошли в относительно демократической обстановке, и люди высказали свое мнение, по большому счету, свободно. И есть разительный пример с тем, что было выбор Гагаузии в 2023 году. Поэтому, конечно, роль правоохранительных органов, системы правопорядка, она одна из решающих. Но даже при идеально работающем механизме органов правопорядка очень много зависит и от избирателя. Когда мы внутри своей семьи будем промовировать, что подкуп, взятие денег – это стыдно, это неправильно, тогда будет работать эти два слагаемых, и выборы пройдут честно. Не может только быть государство справедливым, честным и демократичным, а общество играть по другим правилам. Так не бывает. Но велик соблазн получить деньги тогда, когда у людей очень низкие пенсии, очень низкий уровень доходов. И в общем-то, это помогает улучшить хоть на какое-то время свое состояние. Что делать людям? Ну, поэтому политические мошенники приходят в такое общество, которое очень бедное, потому что им очень легко реализовывать те планы, о которых мы с вами говорили. И вот тут очень важна роль тех, кому люди доверили власть. Депутатам, примарам, местным избранникам. Мы должны говорить о том, что это плохо. Мы должны быть примером того, что это делать нельзя. И тогда человек будет брать пример. А когда власть делает вид, что это нормально, что это не нужно осуждать, мы до сих пор не осудили то, что произошло в Гагаузии в 2023 году. А кто это мог осудить? Декларация Народного собрания. Мы принимаем разные декларации. Но как Народное собрание могло осудить то, что произошло, когда большинство в Народном собрании было вовлечено в эти самые... Без покаяния такие вещи не меняются. Каждый человек, в том числе и избранник, может на каком-то этапе ошибаться, заблуждаться, даже совершать преступления. Но у этого человека есть же возможность измениться, покаяться, признать свою ошибку. Мы пока в Гагаузии этого не сделали. Поэтому как мы можем требовать от избирателя измениться, если мы как власть еще не изменились? Если бы у вас сейчас была возможность сделать какое-то короткое обращение к избирателям, которые готовятся анализировать выборную кампанию, анализировать кандидатов и пойти на выборы, что бы вы им сказали? Ну, первично то, что вы, пожалуйста, придите на выборы, потому что ваш голос на самом деле решающий. И второе, немножко оглянитесь назад, посмотрите на этих людей, на их жизнь, как они жили, что они делали, что они говорят, что они обещают. То есть немножко больше аналитики и меньше верить вот глазам, слуху, да, то, что говорят кандидаты. Немножко провести все-таки внутренний критический анализ, кто этот человек, который хочет представлять вас в избирательном, в кампании. Спасибо большое вам за эти мысли, за это интервью. Как-то вот так. Если присматриваться хорошо к кандидатам, которые представляют себя как будущие депутаты, то можно через критическое свое мышление подвести себя к тому, что выбор может пасть только на того, кто способен будет работать в Народном собрании и своими делами и действиями доказывал это не единожды до того, как вышел к вам как кандидат.
думаем и голосуем осознанно.